Творческая группа телеканала «Туркменистан» предлагает вашему вниманию приготовление дрожжевого чурека «Алдырма чурек», чурека с мясом «Этли чурек» и чурека с тыквой. Садыкова Анна Джерен, пекарь Аннауского объединения «Галла Нумлери». Я хочу показать вам способы приготовления дрожжевого хлеба и этли гөммы чурек, хлеба с мясом в тамдыре, также приготовление киадели чурек, хлеба с тыквой. Сейчас наша невестка Дурли поможет нам в приготовлении теста. Дурли, теперь можешь начать просеивать белую муку через сито. Başla ver. Муку просеяли. Как нас учили наши прабабушки и бабушки, во время замеса теста соль сыпят из расчета на каждое зувола кусок теста по щепотке соли. После определения количества соли заливаем ее теплой водой. После того, как соль растворится, добавляем дрожжи хамир майя. Дорогие женщины, дрожжи и соль нужно растворять в теплой воде. В теплой воде тесто получается лучше. Многие женщины задают такой вопрос. Несмотря на то, что мы хорошо замешиваем дрожжи, кладем нужное количество соли, наш хлеб при выпекании неравномерно покрывается золотистой коркой. А чтобы избежать этого, необходимо, чтобы вода была теплой. Мы хорошо помешали дрожжи. Количество воды тоже в норме. А теперь засыпаем муку. Hamirimiz goýurmy ýetirtegem tuzuny laýyk assagam güllegen bolýar diýerler. Şo güllýanyň sebäbi hamir maýal çöregiň suwuny mylaýym etmeli. Hamir maýagyny goýardyk. Suwy laýyk düşdi, un goýýas. Ina unny goýduk. Засыпали мукой. Теперь с любовью и старанием нужно хорошенько замесить тесто. Как гласит пословица, люди с хлебом – богатые люди. Из ак-бугдая, выращиваемого в нашей стране, получается такая белая мука. Из белой муки мы готовим пышный и ароматный чурек. В приготовлении чурека есть свои секреты. Еще хочу сказать женщинам, что во время приготовления хлеба в первую очередь нельзя жалеть свой труд. Чем качественнее вы вымесите тесто, тем лучше и красивее будет чурек. Конечно же, замешивая тесто, необходимо залить необходимое количество воды. Только при достаточном количестве воды тесто получится хорошим. Я с самого детства хотела месить тесто. Смотрела, как моя мать месила его, и мне хотелось самой научиться это делать. Словом, я с детства мечтала заниматься этим делом. Я и своих невесток, дочерей и внучек обучаю тонким секретам приготовления чурека. Когда тесто достаточно вымешивается, то внутренняя часть посуды с тестом остается чистой. Даже на руках у невесток не остается ничего. Раньше наши прабабушки и бабушки для того, чтобы хорошо замесить тесто, не показывая женщинам, клали в тесто 3 пшеничных зерна. И когда я спрашивала: «Мама, теперь все? Тесто готово?» Она отвечала: «Вы сами поймете, когда нужно прекратить замес теста». Когда эти 3 зернышка выходили на поверхность, это означало, что можно прекратить месить тесто. Все, тесто готово. İlki bilen şo urwa gömsöň hamir maýan birden laýalanan ýa üçeden pursodugan bolaýanna. Дурли, вначале до того, как ты разделишь тесто на части, зувала, убери дрожжи хамир майя и засыпь мукой. Дрожжи хамир майя бывают очень нежны и чувствительны. Их нужно беречь от холода и сильного перегрева. Вначале дрожжи хамир майя нужно засыпать мукой, и если вдруг они испортятся от холода, то из этой же муки можно обновить дрожжи. Иногда женщины, забыв обновить свои дрожжи, приходят и просят: «Анна Джерен гельнеже,
Дайте мне маленький кусочек хамир-мая, чтобы обновить дрожжи и завтра испечь хлеб. И отдавая им кусочек или весь хамир-мая, я говорю, уноси его, положив за пазуху, ведь даже солнечные лучи, попав, могут его испортить. И тогда твой чурек опять не будет иметь корочку, словно покрытую румянцем. И поэтому в первую очередь после завершения замеса теста нужно отделить кусок теста хамир-мая и посыпать мукой. После того, как отделила и посыпала мукой хамир-мая, нужно тесто накрыть и оставить. И когда тесто делят на части зувала, то необходимо всегда приготовить маленький по своему размеру чурек, который называется кёке. Как говорили наши прабабушки и бабушки, сын не будет без отца, а чурек без кёке. Я всегда готовлю чурек с тыквой и маслом. Когда я готовлю чурек с дрожжами, то обязательно готовлю несколько кёке, предназначенное для детей. И невесткам советую поступать так же. После того, как тесто разделили на части зувалы, нужно его хорошенечко накрыть и оставить. Пока мы будем разжигать огонь в тамдыре, наше тесто доходит. А пока тесто доходит, я приготовлю начинку гомме чурек из мяса. Мы покрошили мясо и жир гомме чурек. Теперь в него нужно добавить соль, черный перец, лук, картошку, помидоры и помешать. Вот мы и приготовили начинку гомме чурек, который будет приготовлен в тамдыре. Теперь мы раскатываем тесто гомме чурек. Намазываем масло в эту большую посуду, и можно класть части теста, зувалы. Дурли, а ты в это время продолжай раскатывать. Вот теперь мы поместили тесто в посуду, намазанную маслом. Сверху покрываем пищевой фольгой. Вот и готово. Теперь это нужно закопать в углях тамдыра. Дорогие женщины, теперь я покажу вам, как приготовить тесто для чурека с тыквой.
Вначале кладем соль. В составе этого теста должно быть теплое молоко. Вместо воды используем молоко. Нужно добавить немного масла. Все это перемешиваем и добавляем сваренную тыкву. Все это нужно хорошенечко перемешать. Теперь нужно добавить муки. Также нужно добавить немного дрожжей, хамир майя. А теперь, Дурли, можешь начинать замешивать тесто. Azıcık hamir maya da qoşulya. İndi yuqur vermeli durlu. Мы добавили все ингредиенты. После приготовления теста, раскатав его, ты приходи к тамдыру. İndi şu otumuzu koyuverip Вот мы разожгли огонь и будем лепить чуреки на стенке тамдыра. В такие мгновения наши прабабушки говорили: «Не жалей этого огня и не прислоняй чурека». Эти слова произносили, чтобы огонь в тамдыре был хорошим. На огонь побрызгивали водой, чтобы обе стороны чурека одинаково были поджарены. А теперь начинаем лепить чуреки. hasabını ina mamalamız şu sözaydı. Tırda. İndi çörüğümüzü yapıp başlayaq. Когда мы налепили все чуреки, располагаем в углях тамдыра этот гөммө чурек.
İnəm yaxırvan adamlar. Дорогие люди, наши национальные виды чуреков, приготавливаемые в тандыре, готовы. Приятного вам аппетита!